فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. الحمد لله. Хвала Аллаху, Господу миров. Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же его и повинуйтесь ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Дорогие мусульмане, по исламскому календарю Зуль-Хиджа, в котором мы находимся, это последний месяц нынешнего 1444 года по хиджре. Ученые отмечают, что если верующий человек в конце года покается от совершенных в течение года грехов, исправит свои деяния и начнет следующий год с благих дел, то ему простятся грехи, совершенные в течение года. Поэтому мы обращаем внимание мусульман на совершение упомянутых дел, а также на одну важную деталь. Это то, что Всевышний Аллах не меняет положение людей, будь оно хорошее или плохое, пока они сами не изменят свое положение. Господь говорит: поистине, Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Например, сейчас мы, по милости Аллаха, живем в благоденствии, процветании и безопасности. Всевышний не будет лишать нас этих благ и подвергать бедности и другим невзгодам, пока мы сами не будем бесчинствовать и проявлять ослушание перед Творцом. Но когда Божья кара обрушится на рабов и постигнут их разные виды наказания за их беззаконие, то избавиться от кары можно будет только путем покаяния, исправлением своего отношения к Господу миров и совершением добрых деяний. Таков закон Аллаха, установленный между творениями и не поддающийся изменениям. Поэтому для нас крайне важно дать отчет своим делам, совершенным в течение года. Сколько благих дел мы совершили, сколько согрешили, отношение к мечети, насколько правильно и с какой смиренностью совершали молитвы, как постились, сколько раздавали милостыню, какое доброе дело сделали родителям и семье. Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил: спросите самих себя до того, как с вас будет спрошено, и взвешивайте свои дела до того, как их взвесят в судный день. Господь миров обращается к нам в священном Коране и говорит: «О верующие, бойтесь Аллаха, и пусть человек посмотрит, что приготовил на завтра. Бойтесь Аллаха, поистине Аллах знает обо всем, что вы делаете». Этот аят побуждает нас бояться Господа миров и исправить свои деяния до наступления страшного суда. Также в другом аяте говорится о положении людей в судный день. И в судный день мы установим справедливые весы. Ни с кем не обойдутся несправедливо. Если поступок будет весом с горничное зерно, мы принесем его и положим на весы. Достаточно того, что мы ведем учет. Также Всевышний говорит: и положат книгу. Ты увидишь, как грешники придут в ужас от того, что в ней. И они воскликнут: горе нам, что это за книга? В ней не пропущен ни малый, ни большой грех. Все учтено. Они найдут перед собой все, что сделали. Твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. Не будет наказан грешник без вины, и верующего не лишат награды за его поступки. Милость Аллаха настолько велика, что за одно благое деяние Он записывает 10 благих, а за один грех – соразмерное одно плохое. Если человек вознамерится совершить благое дело, но не совершит его, Всевышний записывает за это одно благое. Однажды великий праведник Фадуль ибн Аят спросил одного человека: «Сколько тебе лет?» Тот ответил, что ему 60. Тогда Фудайль сказал: «Значит, прошло 60 лет с тех пор, как ты избрал путь к Аллаху, и в скором времени твой путь подойдет к концу». Тот человек прочитал аят: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся». Затем Фудайль спросил его, знает ли он значение данного аята, на что тот ответил утвердительно, что он раб Аллаха и что он вернется к нему после смерти. Тогда Фудайль сказал: «Тот, кто познал, что он раб Аллаха и что к нему предстоит возвращение, знает, что он непременно предстанет перед своим Творцом в судный день». Дорогие мусульмане, наша обязанность в этот уходящий год провести его остаток в покаянии и исправлении своих сердец. Всевышний говорит: «О верующие, кайтесь перед Аллахом искренне». Господин всех творений, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «О люди, кайтесь перед своим Господом до того, как покинете этот мир. Стремитесь совершать благие дела до того, как не сможете это сделать.
Исправляйте свое отношение со своим Господом путем многократного поминания. Ученые обозначили ряд условий для принятия покаяния. Самое первое условие – это искреннее сожаление человека о содеянном. Второе – это оставление самого греха, от которого кается человек. Если он оставлял намаз, то должен спешить исправиться и выполнить это предписание. Если же он употреблял алкоголь и другие опьяняющие вещества, то должен отдалиться от них. То есть покаяние не будет принято от человека, который все еще продолжает совершать свой грех. Третье условие – это твердое намерение и решимость не совершать данный грех в будущем. Эти условия касаются тех грехов, которые человек совершал в отношении самого себя. Если же человек совершит грех в отношении другого человека, будь то языком или телом, как злословие, клевета, посягательство на его честь, ущемление прав и тому подобное, то обязан для того, чтобы его покаяние было принято, возместить нанесенный ущерб другому человеку. Например, если он злословил о человеке, то должен извиниться перед ним и просить прощения у Аллаха. И если на нем есть долги, то он обязан их выплатить. Если от его рук умер человек, то он должен смиренно понести за это наказание, будь то возмездие или выкуп. Мы просим у Аллаха простить нам наши грехи, совершенные в этом году, и позволить начать следующий год с благими деяниями и искренним покаянием. Пусть новый грядущий год станет благодатным для нас и всего мусульманского общества.